Ну и так, дорогие друзья, утро всем доброе. Сегодня у нас 1 июня. Ночевали мы. Такая вот стоянка, кстати. Ночевал я после Челябинска, перед Курганом. 60 километров от Челябинска отъехал, короче, на границе. Переночевал, вот доехал, пообедал. Сейчас на Бердюшку повернул. На Бердюшку. Двигаем дальше, все нормально. Да, сегодня 1 июня, праздник. День защиты детей. Всех детей, да и родителей. С праздником. Детям побольше здоровья. Хорошенько отдохнуть на каникулах, набраться сил. И в новый учебный год. Ну а родителям что? Родителям терпения, ну и здоровья. А все остальное там приделается, приклеится, приложится. Аббатская. Заехал на заправку, хотел заехать. Еще не открыли. Где-то будет дозаправиться. Вода еще, да, еще не ушла вода. Фига себе, сколько она стоит. Прям, видимо, сильно был паводок. Не знаю, открыли, не открыли полосу. Что-то пока ничего не известно. Сейчас посмотрим. Но если вот это зимой останется, вот этот бруствер, тут вообще будет снег, еще начистят, тут вообще не проедешь. Тут весело будет. Да и кто не будет об эту замерзшую грязь размотается. Пока все двигается. Мухи, пчелы, блин, бьются, лобовуха вся грязная. Воды вон сколько. Никогда здесь такого не было, чтобы столько воды было. Здесь вообще все сухое всегда было. Здесь зачем-то выезды с улицы закрывали. Блин, брякает. Сейчас смотрел, лючок нормальный. Хрен знает, что это такое. Все-таки реверс. В прошлый раз мы останавливались в самом начале деревни. Там есть в начале Аббатского заправка, но туда не заедешь, там сплошная. Да, воды здесь капец, озеро стало. Что дожди подливают. Никогда такого не было. Будете сейчас еще орать. Надолго ли хватит этих дорог с учетом последних событий? Каких событий? Вы о чем, товарищи? У вас все события. Через год узнаем. Я думаю, раньше. О чем это? Непонятно. Как там говорят, для кого война, а для кого мать родная, да?
Так оно и есть. Я, блядь, 2 года назад ездил туда, блядь, веселая, нахуй, выгружались трубами, блядь, колейка стояла, километров, наверное, 17-20, блядь. Подъехал капитан, блядь. Да, мои заказы все до границы, блядь, ну, условная тогда граница была. До границы. Кто не хочет в колейке стоять, вон, до Мариуполя, блядь, айда, вперед, туда-сюда, 120 километров, блядь. 240 тысяч, блядь, 120 тысяч рейс туда, от границы до Мариуполя. Он себе их на карманах, кто, блядь, ну, не знал, блядь, и полетели, блядь. Вот и все. Что-то суммы назвал такие большие. Это у нас знатоки, ребят. Знатоки. Это тебе подходили, предлагали, или ты по слухам это все знаешь? Предлагали, подходили, предлагали. Капитан там ездил на Ниве, блядь. Кто не хочет ждать, блядь, айда до Мариуполя, блядь. А у нас заявка до границы, у них тарифные ставки, блядь, до границы одни, а туда, ну условно это граница. А туда дальше до Мариуполя, от границы до Мариуполя другая ставка. Вот и прикинь, хуй к носу, блядь. 120 тысяч рейс ходать туда-сюда, блядь. Вот он, блядь, собрал 3 машины, нахуй, ушли, блядь, туда, потому что не хотели ждать стоять. Один кран работал, блядь. 2 площадки, 1 кран. Сутки разгружали, максимум 2 машины. Вот и прикиньте. О, блядь, рассказывают сказки. Они тут ездят за копейки. Они с Москвы до новых территорий туда, так называемых, да? Ездит за 60 тысяч, а он там хочет от границы за 60 тысяч ездить. Не слабо, нормально. Жили там 3 дня, блядь, такого насмотрелись, наслушались, блядь. Это 2 года назад, это начало только было. Дружище, я там 10 лет живу. И поверь, привык уже как, блядь, как кошка или собака, нахуй. Похую. Вот это плохо, что похую. Это очень плохо. Что мы должны сделать, блядь, вот простые, блядь, как говорится, люди, которые, блядь, не имеют власти, не имеют нихуя. Ты думаешь, что там кто-то повлияет, что ли? Я тебя умоляю. Кису нахуй только цинканул, он сказал стопэ, блядь. Буквально нахуй после этого, блядь, все начали возмущаться, ну это я имею в виду большие перевозчики, а я в том числе тогда работал на большого перевозчика. Стали возмущаться, блядь, на следующий день, блядь, 15 машин нахуй сразу выгрузили, блядь. И каждый день, блядь, выгружали нахуй, а так 3 суток, блядь, стояли. Вот и все. Чуть-чуть в ясность несу. Все, скорее он либо в Союзе работал, либо Делка. Они туда возили, ринулись возить. Ставки позбивали, пороняли и бросили все. Ну, то есть, а там водитель вообще ничего не знает. Там все водители не расскажут, но они делают вид, что они все умные и все знают. Вот так вот, ребята. Все. Тишина. И вот так каждый раз. Я почему и не включаю. Чушь какую-то несут. Непонятную. Я и стараюсь рацию убавлять и все. Жизнь, у них жизнь говно, все говно, но живут они в этой стране. И работают они в этой стране. Балтское море, да, дать? А все у них плохо. Каждый день. Так что как-то так, друзья. Ладно, дальше включимся. Сколько тут простоим. Не знаю. Немного стоим. 8 минут видео записывается. Новосибирская область. До Новосибирска 400 осталось километров. 2
Двигаем. За бортом плюс 19, тепло на улице, хорошо. Классно. Двигаем потихонечку. Двигаем. Окна опять все залеплены, вся машина в машкаре. Хотел на мойку заехать, как всегда. Сегодня с утра она не работала. Вчера с вечера приехал, очередина большая. Уже спать лег. На мече ночевал, там мойка есть, автомойка. С утра, короче, думал, это помоюсь, там очередина была. Там она с вечера, грубо говоря. Была уже очередина. Заняли очередь с вечера. Ну, как бы хрен. Едем дальше. Нет, значит, до дома поедем, там помоемся. Такая вот ситуация. Двигаем на круизе, ползем, что тут прямая. Ползи да ползи. Шагай да шагай. Ползи и шагай. Солнце сегодня какое-то непонятное, аж глазам больно смотреть на него. Не знаю. То ли говорят вспышки какие-то на солнце, то ли что-то непонятно. Ну, глазам больно, блин. В очках нормально. Так снимаешь, он даже уличный свет такой непонятно. То ли с белым каким-то, ультрафиолет там непонятный какой-то. Вот такая вот ситуация. Окна все залеплены мухами, отмывал, говорю, блин, нифига. Оно отмывается, тут же залепляют, они столбятся. Миллионы здесь этих мух, мошки и всего прочего. Останавливаешься на стоянке, птички подлетают, ту мошку, которая осталась, склевывает прям на лету, возле капота там тормозятся, либо на подножку садятся и что-то достают, склевывают. Что-то мы его потихоньку догоняем. Газануть. Болотное проезжаем. После аварии эти машины, после зимних аварий. Светофор, как всегда, красный. Болотное. Ну, это уже за Новосибирском. Между Новосибом и Кемерово. Басурманские маны стоят. Номера европейские. Я их басурманами называю. А там водители по-любому там. Хоть и запрещено европейским машинам. Началось. Водители русские. Не русские, а наши граждане Российской Федерации. Короче, есть такие фирмы, у которых и в Европе машины, и в России находятся. И они, ребят, работают до сих пор. Санкции, не санкции, похеру. Он на границу приезжает в Белоруссии, там водитель пересаживается и дальше поехал. Либо там где-нибудь в стороне. Что там у нас?
Латвия, Литва, где там? Псков, там где-то же граница. Если там, не знаю. В той стороне, короче. Так что как-то так все работает. Либо прицепы перецепляют. За бортом плюс 17. Сегодня день тепленький. Ну, я иду 23 градуса. На авто поставил, он кондиционер подрубает, когда жарко. Все, охлаждает. Время уже 8, 9 час местного. Блин, стрёмно, время перескакивает каждый день, считай, что. Выезжал одно время было, сейчас опять другое. Ну, так каждый день. И вроде непонятно, по какому времени дожить уже. Уже скоро к границе подъедем. Новосибирская, Кемеровская область. Ну и впереди нас ждет город Кемерово. Как я его называю, Кемерово. Кемерово. Посмотрим, что там. Можно было через Томск идти, но я там стоянок не знаю. По-любому там, пока Томск пройдешь, даже по объездной уже за полночь, где там что стоять, я даже не знаю. Пойду через Кемерово. Если Кемерово пройду, то как раз на выезде стоянки есть. Там. Так что, друзья, едем, катим. Я говорю, много бусурманских машин, прям много. И прицепов бусурманских, и машин бусурманских много. Плюс к этому всему китайцы, монголы, ну, казахи, да и монголы, в принципе, они всегда ездили. Казахи, монголы, узбеки появляются. Ну, киргизы, понятно, они там тоже пачками прут к нам на Дальний Восток, особенно. На Якутию ездят. Ну, я уже говорил. Кемерово 122 километра. Иранцев я здесь в этой стороне не видел. Они в основном там, видимо, где-то Дагестан, в той степи. Далеко тоже их, видимо, не пускают. Я только там их видел. Здесь я нигде не видел. Латвия, Литва, вот это, блин. Машины их не тут ездят. Сегодня Аббатская, когда я проходил? Сегодня? Вчера Аббатская проходил. Я, по-моему, снимал. Тут еще реверс был. Там раздвигали. Да, я вчера снимал. Реверс был. А сегодня пацаны в группу написали, все, уже нет реверса. Ну, они на обочину сдвинули этот весь песок, то есть, если до зимы они не уберут, там замерзнет, начнет все это дело снег чистить. Куда они его девать, только снег этот будет. Ну и, как всегда, у нас кто-нибудь да улетит в эти, так сказать, в этот песок, в эту дамбу. Она замерзнет. И все, так и будет. Ладно, друзья, дальше катим. Едем дальше. Ну и, короче, погнали волосы назад. Кемерово. Едем по городу. Сейчас вечером нормально. Уже они ремонты начали. Что-то не поймешь, что они тут начали. Через Кузнецкий мост идем. Машинки у них здесь ездят.
Пешеход, пешеход. Мегафон, что-то здоровый такой офис. Мегафоновский. Лента, магазины. О, на камеру вот эти все вывески что-то мергают, мерцают. У меня нормально показывали. У них в Кемерово, по-моему, нигде дорог нету. Блин, на этом переезде. Направо можно и прямо, потом направо можно. Направо, да, вот это вот. Нахуй тут ездил через город, ехал напрямую, и урод такие ебачие, блядь, выбежишь, стал 500 рублей, 250 рублей, так ебать, блядь. А здесь, блядь, поросячий. Там прямо знак висит, грузовым запрещено. А под ним табличка через сколько метров. А ну да. Я говорю, люди не видят. Надо просто ехать прямо на следующем светофоре, чтобы там потом не крутить на кольце. Сейчас прямо, я поворачивал направо, нормально, да? А так-то крутануться можно, главное на этот, на выезде там по состав не попасть. Долго они там ездят. Да я оттуда иду, никого там нету. Штраф тут не запрещено, пока строительство, ремонт моста идет. Они сняли все ограничения. Того с правой стороны, ну и у них вон, таблички висят, время уже 21. У них тут грузовым запрещено. Сейчас скажу, со скольки утра. Как-то вы, товарищи, едете непонятно. С 6 до 10 и с 16 до 21 грузовым запрещено типа ехать. Ну, у нас же народ все игнорит. Потому что нет альтернативного объезда, он еще в строительстве. Вот они бы доделали там сначала объезд города, а потом бы открыли дорогу. Это то же самое, что, грубо говоря, Канск. Там вообще получается по Терешковой улице, если как они тут, у них объезд считается, как на Ленинск-Кузнецк, потом, блин, поворачиваешь, там объезжаешь, короче. Там кругаль получается, ладно, 100 километров, черт бы с ним. Но у них там пробка, там мост, там одна полоса осталась на мосту, там их 3, по-моему, или 4 идет, не помню уже. А одна осталась полоса. И все. Получается, вот представьте, с 3 там полос в одну полосу все. Там пробище постоянное. И как быть людям-то? Через Томск ехать. Но через Томск тоже вы же сами закрыли на весеннюю просушку дороги. По Мариинску вот этот кусок там маленький. Главное, знаки висят, до сих пор не сняты. Я вообще с одной стороны не могу. Ну, как бы я не понимаю чуть-чуть. Вывеска там Кузбасс, не знаю, будет видно. Понятно, в каждом городе все грузовиков говорят: ой, что они тут ездят. Да блин, ребят, сделайте объездные дороги, как во многих городах уже, да? Блин, сделайте склады за городом.
Мне смысл на этой арбе в город вообще ехать. Вообще не вижу смысла. Мне проще за городом. Перед городом разгрузился, и пусть там газельками развозят или чем. Хоть рикшами развозят. Но нет же у нас как. Склады в городе. Все в черте города, объездных нормальных нету. И как быть? Темно, темно. И как нам-то быть? А нам никак не быть. Как хотите, так и ездите. Ночь и тишина. Значит, Кемерово пройдем на стоянку, будем вставать. Его лучше сейчас вечером, с вечера проходить. А то завтра будут пробки капец какие. И даже здесь трамваи в подъем. Вот. Интересно, сколько у него у трамвая лошадиных сил. А спуск-то понятно, он сейчас как разгонится, дал, ушел. А в подъем он тоже, я смотрю, умирает. Не сильно быстро едет. О, сверкает там, моргает, сверкает. Вот и все. И вот, грубо говоря, да блин, тут быстрее получается, чем по ихнему объездной дороге, которую они закрыли на ремонт. Даже они тоже не пускают грузовой транспорт. Типа нельзя ездить, ищите альтернативные пути. Альтернативный путь — это через город Томск. Все. А там у них весенние ограничения, до сих пор не сняты знаки. Оно, может, и закончился, а знаки-то не сняли. А потом доказывают, что ты не олень. Я думаю, что за фигня? А у него номер-то казахский. Вот видно, нет? О. А это у нас этот лидер транс. Ага, я понял, почему. Угу. Лидер транс решили колоть судьбу. Сотрудники казенного дома сюда едут. Если получилось у них наколоть судьбу лидер транса, ну что, красавчики, молодцы. Так что как-то так, друзья. Кемерово сейчас пройдем, а дальше Кемеровские горки. Кто их как называет? Мариинские горки. Я их называю Кемеровские. А, кстати, вот с этим чуваком мы и заправлялись на заправке. Он там канистры набирал. Видимо, чтобы по заправкам не ездить или что? Не знаю. Как у них там это заведено.